История начинается с того, что старик рассказывает о том, что когда-то мы жили с мыслью о том, что Земля возникла из-за Солнца. Маленькое озеро было, из этого озера шел маленький ручей. Амина Гулиева показывает и рассказывает о своем детище, демо-версии игры, созданной на основе легенды о возникновении Лежгинского водопада. Это увлекательное путешествие в культурную историческую среду ингушского народа. Интерактивный формат, позволяющий погружаться в мир сказаний и легенд. Игроки смогут знакомиться с сюжетами и принимать участие в развитии истории, выбирая путь своего персонажа. Чтобы популяризовать свое национальное что-то, нужно внедрять что-то новое, не теряя при этом себя самих. И вот формат таких игр, он наиболее популярен был среди девочек-подростков. Там были различные игры, связанные с выбором персонажей, переодеванием персонажей. Я решила, может, что-то попробовать такое. Оказывается, и мальчики такими увлекаются, но там уже более стратегические игры. Над проектом трудилась целая команда профессиональных разработчиков игр, художников, исследователей фольклора и учащихся образовательных учреждений. Цель перед собой талантливый специалист комитета по делам молодежи ставит вдохновить молодых людей на изучение истории родного края, восполнить пробелы в знаниях о культуре и традициях ингушского народа. В данной игре, вообще в социальном проекте, затрагиваются тематики развития истории, традиций и культуры ингушского народа. У нас многое теряется, многое вообще исчезает. И чтобы не было такого, что мы вообще исчезли как нация, как народ, решили хотя бы такой формат сделать, чтобы было какое-то восприятие не только у молодежи, но и у нас. Мы тем самым пополняем свой запас знаний. Проект «Визуальная новелла. Ингушское наследие» – один из социальных проектов, который Амина Гулиева представила на грантовой площадке Всероссийского форума «Торгим», где в течение 4 дней более 200 молодых людей из 30 регионов России получили уникальную возможность пообщаться с лидерами мнений, узнать о современных трендах в различных сферах и разработать собственные проекты. Сам формат игры, он является интерактивным, то есть в зависимости от выбора персонажей и сюжетная линия меняется, и в принципе от выбора диалогов также меняется сюжетная линия в игре. Игра будет построена, сейчас уже выпущена демо-версия, мы ее выпустили, чтобы посмотреть, какой формат работы будет воспринят молодежью, поймут ли они его и примут ли общество вот такой формат ведения образовательной деятельности у нас. Формат восприняли, вроде ждут полноценную игру. На детализацию костюмов пускается наибольшее количество времени, и, наверное, из-за этого чуть-чуть задержались с выпуском. Но примерная дата выхода полноценной игры планируется в районе 15 марта, как раз месяц Рамадан. Демо-версия уже доступна для скачивания на ПК и устройствах Android. Разработчики надеются на активный отклик от пользователей и готовы учитывать отзывы для дальнейшего совершенствования проекта. Адам Мережков, Молдгирей Ахильгов, Магаз 24.